Это село Дагерменкой под Алуштой. Ровно 30 лет назад на этом месте появился первый на южном берегу Крыма крымско-татарский палаточный городок. Участники акции, несколько десятков человек, в основном выходцы из этого села и их дети. Они требовали от властей выделить земельные участки для строительства своего нового дома. Там, откуда в 1944 году прогнали крымских татар. Ульвия Аблаева – очевидец тех событий. Тогда ей было 25 лет. Анамын эви тура, Қарбабаның эви тура, оларын тұқанлары тура. Аман біз ниет еттік ке топрақ алып, хұрма янеден өзіміздің қойымызы. Біздің қартларымыз уақытия сақ олғанда, олардан наздейм қазақша айтып, опыт не бұл қойде бар еді, янеден yüzümlü olsun, tütünlü olsun. Çok şeyler mındaydı. Onlardan eşitip yaniden hurmaya o işleri и özümüzün koyumuzu kayıtma. Всего в палаточном городке было около 30 человек. Им пришлось нелегко в холодную осень 1989 года, но они продержались 1,5 месяца. Biz blindaj қаздық, bizim бабаларымыз блиндаж қазып, бұл жем қолғанда фашистлерге қаршы, біз олардың балалары олып, бұл Совет үкімете қаршы. Каждый день приходили, угрожали, но нас это не страшило, мы знали, что мы стоим на своей земле. Мы каждый день в 6 вечера включали мегафон и проводили политзанятия. Но все в огороды выходили и нас внимательно слушали, хочу сказать. Палаточный городок в Дагерменкое простоял недолго. 14 декабря активистов жестоко разогнали, пригнав технику и силовиков. Против пикетчиков натравили и местных жителей. В тот день, 14 декабря, как раз похороны Сахарова, по-моему, были. Нас они решили снести. Аскерлері, полиция келіп, бізді назем кольцом взяла, но первый бой у них не получился нас разогнать. Потом на нас начали гнать толпу. Мұқадар аскер келгенде, бульдозерлер, техника келгенде, біздің қолымызда не бар еді? Ватан sevgisi var еді. В знак протеста один из пикетчиков, Сейдамет Балдже, поджег себя. Его успели спасти. Силовики никого не жалели. Дайым Шарух Ридван, улебір көтекледілер, наградалары да бар еді, партизан. Абле чамырчы булап айтар еділер, предатель, еш землю. Улебір шелер айтар тап тілім айланмай айтма дегенім. После погрома все участники палаточного городка были задержаны, 6 арестовали. Их освободили через несколько месяцев. В 90-м году крымско-татарские активисты выставили пикет уже возле администрации Алушты. А палаточные городки стали появляться по всему южному берегу. Сейчас на этом месте уже выделены участки, даже строятся дома. В Дагерменкое, где до депортации проживали преимущественно крымские татары, сейчас живут всего несколько крымско-татарских семей.